Да-да, вот зрители интересуются. Как ты это делаешь? Очень просто. Резиночка. Добрый день. Здравствуйте. Все думают, что профессия клоуна – это вот я надену на себя мешковатый костюм, брюки, да, сделаю красный нос, а еще лучше покраситься в белый цвет, и все, и тогда ты гений. Нет, к великому счастью, это не так. Не к сожалению, а к счастью, это не так. А то бы все поперлись в клоуны. Не все дети одинаковые. Нужно, чтобы каждому ребенку, и в том числе и взрослому, досталось кусочек своего тепла. Это очень важно. Ты не можешь пройти просто так. Ты должен посмотреть каждому мальчишке и каждой девочке в глаза. Мне абсолютно нет никакой разницы, американский это ребенок или японский. Просто вот опять же воспринимают они немножко все по-разному. Японец будет смеяться над одними шутками, американец над другими. В странах Востока, в арабских странах немножко сложнее. Даже не немножко, а множко сложнее, потому что многого нельзя. Можешь зацепить, если запоешь какую-нибудь национальную песню. А еще лучше на их языке. Простые фразы на арабском. Баракалауфик, яла-яла-я баба. Это всегда можно выучить, спросив, да. Баракалауфик это такое на любом мусульманском там шукран. Спасибо, а баракалауфик это на таком шуточном сленге. Это все решаемо элементарно, потому что профессия обязывает, ездишь по всему миру, общаешься со многими людьми. Надо учиться у мастеров, нужно очень много смотреть материала. Клоуны же бывают разного направления. Клоуны-пародисты, клоуны-трюкачи, клоуны-разговорники, клоуны-музыканты, музыкальные эксцентрики. Поэтому для того, чтобы взять инструмент, нужно как минимум не просто сыграть какую-то песенку, а им владеть. Плюс актерское мастерство, плюс сама идея, что ты хочешь сказать. Специально для вас классическая музыка. Цирк, понимаете, это абсолютно не театр. Это не сегодня ты придумал, вот вышел, и вот на этом месте ты должен сказать вот эту фразу. Больнее всего, когда что-то действительно не получается, не проходит какая-то корючка, не идет реприза. Ты знаешь, что она должна идти, но она не идет. Пимпочка должна открыться оттуда, да, что-то выскочить и хоп, и куда-то убежать. Вот этого нет. Ты делал, вышел, и все, ничего нет. И ничего не прошло. Ты еще раз попробовал, опять. Подошел поближе к публику, чтобы... наверное, не видно. Подошел, видно, но все равно не прошло. Значит, ты не нужно этого делать. Можно этот трюк использовать в другой клоунаде. Но если уже и там не пошло, все, подари кому-нибудь эту штучку, если она есть. Или саму идею вообще и забудь про нее. Вообще вот этот жанр клоунады, он должен всегда быть на грани. У меня есть такая клоунада, называется балет. И когда-то говорил Калягин, что очень сложно сыграть, переодеваться в женщину, играть женщину, потому что это на грани вот со всякими вот этими нехорошими сегодняшними тенденциями, там, голубыми. Вот эту грань очень важно не перейти, потому что если ты перескочишь, риск потерять репутацию, да, скажут, да, Просвирнин свалился, скатился, чтобы не было какой-то пошлятины, чтобы... Иногда я позволяю себе это сделать, когда я работаю в Америке, там немножко другая публика, в Германии, там можно. Не до такой степени, но там можно многое, что у нас вообще табу. Да никак не переключайся, пришел, в душ залез, захотел, поел, захотел, не поел, захотел, почитал, захотел, залез в интернет. Как правило, интересует события, что происходит в мире цирка, в первую очередь, потом в мире спорта, а потом смотрю какой-нибудь джазовый концерт. Могу про куриц посмотреть, и я держу куриц дома, да, но все думают, что вот как-то Просвирнин – это джаз, чечетка и Канада, Америка. Нет, у меня под Москвой дом, и там очень-очень много куриц. Я кайфую. Я могу возле курятника поставить стул и 2 часа наблюдать, что они там делают. Вот этот момент оставляем, он будет под фонограмму. Остальное играет оркестр. Да нет, не знаю, это же моя профессия. Нет, не сложно. Все это не сложно. Я такой, не знаю.
вот, мне очень сложно, я вкалываю. Ну, конечно, устаешь. 3 спектакля отработать, конечно, устаешь. Ну, рубашку, может быть, и выжимаешь. Ну, а то, что там сам выжат как лимон, нет. И я же получаю удовольствие.